Ҳаџьымба, ашықәс аихшьаалара иазку ипресс-конференциа. Аҳәынҭқарра ахада иажәа ашьҭахь ҳаиасуеит азҵаарақәа рахь. Мы начинаем пресс-конференцию президента Республики Абхазия Рауля Ҳаџьымба по итогам 2016 года. После вступительного слова президента мы перейдем к вашим вопросам. Ашықәс иҳаҩсуа имариаӡамызт. Шәарҭ ажурналистцәа ибзиаӡаны ижәдыруеит, избан акәзар иҟазаалакгьы ахҭысқәа зегьы шәырлыхәын. Иҟан абзерагь, иҟан ацәгьагь, аха ҳәынҭқарра хыбгалартә еиԥш аҭагылазаашьа аҳамҵеит. Зегьы ҳажәларгьы ҳарҭ политикатә хеидкылақәа иҳамои рызегьы ирыбзоураны иахьа уажәраанӡа ҳәынҭқарра аргылара ҳаҿуп, имариаӡам. Аиаша азыҳәан урҭ аусқәа рыцныҟәара, аха сгәы иаанагоит ҳаԥхьаҟа ишьҭоу аусқәа иҵегьы еиҳауп, урҭгьы мариаӡам, иаҭахуп аҳәоеиқәшәара, иаҭахуп аидгылара, иҟазароуп аилыбакаара, иаҳдыруазароуп ибзиаӡан ҳара ҳхатәы џьабаала ҳаԥхӡашала иҳарҳауа, ианакәызаалакгьы пату иаҳа ишаҳзақәу ҳашҳәынҭқаррахо убысҟан, избан акәзар егьа даҳҩызазаргьы, егьа дҳацхраауазаргьы унап ианырҵо аԥара рацәак хара узнанагацу. Убри азыҳәан иҟаҵатәу маҷӡам, агәра згоит, иара ҳҩызцәа дуқәа ҳазҿугьы ибзиаӡан ҳаилыркаауеит, иҳацхраауеит, изҳацхраауагьы убриоуп, иаарласны ҳхы иаҳзалыршозар, уаҩҵас ҳшьапы ишахәҭоу аԥш ҳақәгылан, ҳәынҭқарра аргылара ҳалшартә еиԥш. Здравствуйте, уважаемые журналисты! Поздравляю вас с наступающими праздниками и хочу пожелать вам больше добрых и радостных новостей в новом году. Вы знаете, что уходящий год был непростым. 2016 год, безусловно, ознаменован значимыми событиями для Абхазии. Подводя итоги уходящего года, в первую очередь, хочется отметить, что наш народ, несмотря на преднамеренную эскалацию общественно-политической обстановки, продемонстрировал ярчайший пример мудрости и ответственности за страну и ее будущее. Мы сумели пройти через очередное испытание достойно и сумели остановиться у опасной черты и найти возможности для принятия компромиссных решений. На мой взгляд, это важное достижение этого года. Да, знаю, многие по-разному оценивают эти события. Одни говорят, можно было бы по-другому себя повести, другие требуют резких и достаточно жестких шагов. Но я думаю, что все, что произошло в эти дни, показательно для абхазского государства, показательно для всех тех, кто нас окружает, что у нас есть ресурсы, есть резервы, и нам нужно меньше, нужно все-таки друг к другу относиться со злобой. Нужно больше проявлять любви, создавать возможности для понимания. К сожалению, не всегда это так происходит. Подводя итоги уходящего года, я хотел бы остановиться на успехах, которые нам удалось достичь в разных сферах. Полностью осуществлен переход на казначейскую систему исполнения бюджета, что однозначно стало важным шагом в контроле за финансами нашей страны. Безусловно, еще многое нужно сделать в этом направлении, но само введение подобной системы уже большой шаг вперед в повышении прозрачности бюджета и ответственности должностных лиц за расходованием государственных средств. Собственные доходы бюджета 2016 года приблизились к 5 миллиардам рублей. Это то, что мы с вами стали зарабатывать сами, не считая тех российских финансовых вливаний, сумма которых составила порядка 5 миллиардов 265 миллионов. Огромная работа проделана была Министерством экономики, где сформирован широкий спектр инструментов адресной поддержки наших предпринимателей. В частности, речь идет о поддержке
экспортеров, налоговых льготах и обучении для начинающих предпринимателей, льготном кредитовании малого, среднего и крупного бизнеса. Уже сегодня реализуются проекты на сумму свыше 930 миллионов рублей. Существенно увеличена эффективность подведомственных предприятий. Впервые в этом году перечислена часть прибыли госпредприятий в бюджет страны. 930 миллионов – это незначительная сумма, может быть, для большого государства. Но для маленькой Абхазии эти суммы значимы при правильном их использовании и доведении до логического завершения тех работ, которые предусмотрены этими проектами. Я не сомневаюсь, что они дадут значительный положительный эффект. Неплохая ситуация складывается в банковской сфере. Мы об этом говорили. И говорили неоднократно. Все те мероприятия, которые проводятся в этой сфере, свидетельствуют о том, что банк живет. И все те структуры, которые входят в банковскую сферу, коммерческие наши банковские структуры, стали оживать. Да, есть и проблемные, но их стало меньше. Сегодня практически все те действия, которые осуществлены в банковской сфере, способствует тому, чтобы жизнь наших людей менялась бы в лучшую сторону. Люди стали получать кредиты. Да, они не самые большие, но проценты по этим кредитам, в отличие даже от наших соседей, от большого государства, намного ниже, чем где бы либо ни было. И эти возможности позволяют становлению малого и среднего бизнеса. Мы впервые начали работать с потребительскими кредитами. Работает карточная система, которая дала возможности более четкой, прозрачной работы в финансовой системе. Одним из важных факторов развития экономики является туризм. Курортный сезон 2016 года прошел успешно, несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись. Абхазию в этом году посетило около 1,5 миллиона туристов. Кроме того, были реконструированы 4 из 7 корпусов объединения курортов Пицунда. Те, кто был, видели, в каком состоянии этот курорт находился все эти годы и в каком оказался состоянии после ремонта нынешнего года. Ведутся ремонтные работы в Новоафонской пещере и благоустройство Рицинского заповедника. Внешнеторговый оборот Абхазии за январь-декабрь 2016 года составил более 23,5 миллиардов рублей, что практически на 3 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Есть и минусы, которые не назвать мы не можем. Мы предполагали некоторые положительные тенденции, но, к сожалению, не все было просчитано. Это вопросы, связанные с таможенными платежами по ореху. Жизнь показала, что нужно было более четко решать эти задачи, и мы признаем свои ошибки, и мы делаем выводы из этих работ. И та тенденция, которая сегодня складывается, свидетельствует о том, что мы все-таки на правильном пути. На правильном пути, потому что многое из того, что уходит из Абхазии и заходит на нашу территорию, особенно в части, касающейся грузинской территории, мы получаем контрабандным путем. Почему мы не должны контролировать? Почему мы не должны получать соответствующие суммы платежей вне зависимости от того, имеем ли мы государственно-правовые и экономические отношения с этой страной или нет? В мире есть значительное количество примеров, когда от этих отношений государства получают достаточно большие возможности. А для маленькой нашей страны эти возможности существенны. Те, кто занимается контрабандой с этой стороны, знают, что такое демпинговать на рынке. И многие из этих людей практически убивают наших производителей, местных производителей. Плановые показатели НДС за рассматриваемый период составили 800 миллионов рублей. Сумма начислений составила порядка 742 миллионов рублей.
Общий объем налоговых платежей, поступивших в бюджет 2016 года, 2,5 миллиарда рублей. Динамика роста составила 112%. Таким образом, за этот год налогов поступило больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 286 миллионов рублей. Некоторые говорят, это связано с тем, что изменилось соотношение доллара к рублю. Да, оно имело место, и все это хорошо понимают. Курсовая разница не могла не сыграть и на этом вопросе. Но было время, когда страна получала совершенно в других условиях и при другой курсовой разнице порядка 30 миллиардов рублей было получено за предыдущие годы. На каком этапе и какой положительный результат мы получили? Да, говорят, я это слышу, что количество рабочих сил, рабочих мест было больше на том этапе. Да, действительно было больше. Мы не отрицаем это. Но если сравнить количество рабочих мест на нынешнем этапе и полученные подоходные налоги от этих рабочих мест, и то, что было при том количестве рабочих мест, когда денег шло достаточно много, и что мы получили в виде подоходного налога? Спрашивается, куда девались эти деньги? Мы неоднократно говорили о том, что по многим направлениям рабочая сила, которая применялась на стройках, на других объектах, фактически не фиксировалась. Не было соответствующих ведомостей по получению заработной платы. Люди получали на руки, и деньги уходили за пределы Абхазии. И эти суммы были достаточно большими. Мы о них неоднократно говорили. Это были миллиарды денег. Хочу сказать и о работе, проделанной в сфере сельского хозяйства. Нам удалось наладить совместное производство с представителями Татарстана, в частности, по строительству тепличного комбината в Ачимчирском районе. Созданы новые рабочие места и, соответственно, увеличились объемы производства местной сельхозпродукции. Сегодня уже практически заканчиваются проектно-сметные документы, и я не сомневаюсь, что работы по данному направлению будут начаты уже к следующему году. Да, есть вопросы, связанные с темой энергетики. Это одна из самых больных тем, но мы надеемся на то, что совместными усилиями задачи эти будут решены. Подчеркну, экологически чистой продукции, которая на сегодняшний день ориентирована на внутренний рынок, у нас предостаточно. И она отличается от той продукции, которая производится за пределами Абхазии. Наша продукция пользуется спросом. В текущем году из республиканского бюджета на развитие сельского хозяйства выделено более 33 миллионов рублей. К сожалению, еще не разработана программа развития сельского хозяйства в Абхазии, что, безусловно, отрицательно сказывается на отрасли в целом. И эту работу нам необходимо проделать в ближайшее время. Мы предусмотрели рост бюджетных возможностей именно по селу в 2017 году. Думаю, что и это будет способствовать тому, чтобы ситуация в этом направлении менялась бы в лучшую сторону. В целом, динамика положительная. Достаточно сложная ситуация, как вы знаете, в энергетической системе страны. Потребление электроэнергии растет, и изношенные сети, нуждающиеся в замене, не выдерживают такого объема. Мы об этом неоднократно говорили. К сожалению, наше население, наши структуры не всегда готовы понимать вот эту сложную задачу, которая стоит не только перед властью, но и перед ними. Завтра не будет этого решения, а решение должно быть уже сегодня, здесь и сейчас, то мы останемся практически ни с чем. Несмотря на самый низкий тариф в мире, наши люди почему-то не очень-то готовы платить за потребляемую электроэнергию. В связи с этим еще раз хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой более ответственно относиться к вопросам потребления электроэнергии и оплаты за нее. Что касается работы правоохранительных органов, за 2016 год по линии уголовного розыска было зарегистрировано 734 преступления, из которых 510 раскрыто.
Для сравнения, в прошлом году было зарегистрировано 1210 преступлений и раскрыто 489. Это не для того, чтобы показать, как у нас все хорошо. Преступления были, будут, к сожалению, но темпы раскрываемости, темпы работы оперативных сотрудников должны быть совершенно другими. В этом году было совершено 19 убийств и покушений, из которых раскрыто 14. По-прежнему, к огромному сожалению, остро стоит проблема дорожно-транспортных происшествий. Как я уже неоднократно говорил, это проблема, в решении которой мы все вместе должны объединить усилия, и только в таком случае мы получим ожидаемый результат. Здесь не может быть ни кумовства, никаких дружеских отношений. К сожалению, зачастую мы это видим в большей степени, когда решается судьба того или иного человека, виновного в совершении преступления. Что касается сферы здравоохранения, то первое, о чем я считаю необходимым сказать, это нехватка квалифицированных и подготовленных кадров. Мы ежегодно отправляем значительное количество людей в высшие учебные заведения, но, к сожалению, как их не хватало у нас и в прошлые годы, так и в нынешнее время, их нет. Зачастую многие остаются за пределами страны, возвращаться сюда очень трудно, с учетом того, что наши социальные подкрепления не самые высокие. В ближайшие месяцы планируется заключить 2 соглашения с Минздравом России. Первое из них о полисе обязательного медицинского страхования, который получат в наступающем году 189 тысяч граждан Абхазии, имеющих российское гражданство, и дети до 14 лет, которые могут получить полис по предъявлению одним из родителей российского паспорта. Полисы медицинского страхования позволят нам получать лекарства для инвалидов и отправлять на лечение в Россию плановых больных. Но это не говорит о том, что все это быстро решит наши проблемы. К сожалению, проблемы в медицине достаточно очень сложны. Несмотря на то, что у нас и в этом году немало средств было направлено на то, чтобы поддержать наших людей. Но зачастую мы видим другое. Многие те, кто обращаются за медицинской помощью, не хочу никого обижать, не доезжают до тех центров, которые были обозначены в их заявлении. Деньги просто впустую тратятся. Спрашивается, зачем мы это делаем? Может быть, это помогло бы к другому человеку, создало бы возможности для того, чтобы выжить другим людям. И поэтому здесь, наверное, все-таки есть проблемы, связанные и с работой самого Министерства здравоохранения. Да, должна быть четкая работа по выявлению людей, действительно нуждающихся в этом медицинском обеспечении, оказании им финансовой помощи. И, конечно, нельзя не вспомнить самое яркое и радостное, на мой взгляд, событие года – чемпионат КНИФА. Его проведение стало настоящим праздником для нашего народа. На несколько дней забывшего все разногласия и объединившегося во имя общей цели, искренне болевшего за победу нашей сборной. И ребята, отработав полную силу, не подвели и стали чемпионами и настоящими героями этого года. Для Абхазии это стало настоящей победой не только спортивного плана, но и политического. Журналисты со всех уголков мира освещали мероприятие. И о нас услышали и узнали по всему миру, чтобы одной из, наверное, целей проведения этого чемпионата у нас в республике. Но, к сожалению, наряду с такими важными, интересными, хорошими мероприятиями зачастую у нас происходят и события, которые совершенно не к лицу нашему государству. Но что делать? Это, наверное, проблемы нашего роста. Такого плана мероприятия необходимы. И я уверен, что с каждым годом у нас будет все больше возможностей проводить их чаще. Уверен, что и у вас накопилось множество вопросов, поэтому я на этом закончу свое выступление и готов поговорить с вами. أحنتكرر بس شو كان خبرت أقول شاشقو حرية درويت عيقوا شرف بزورال يبسان بس شو بوليتيكا
аҳәынҭқарратә еилакы. Ишԥажәбо шәара ҳаԥхьаҟа абызшәа аҿиара азҵаара? Иашоуп, иаԥҵоуп ахеилак, дахаргылоуп ауаҩы, иҟаҵатәу рацәоуп, избан акәзар, иахьа уажәраанӡа иаҳаҳцәажәоит иҟаҳҵаз аҵкьыс аус, иаҳа еиҵоуп ҳәа сгәы иаанаго. Иахьа ахеилак аҿы иҟазарын ҳәа иахәҭоуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит аекспертцәа, уаҩҵас иҭызҵаауа иара аҭагылазаашьа. Иахьа уажәнатә иалагахьеит, аус адырулоит, иара уаҩҵас аԥышәарақәа рымҩаԥгара изку азҵаарақәа. Ҳара иахьа аҵарахьы иаҳашьҭуа ауаа даараӡа аԥхьа ирцәыцәгьазҭгьы зегь дароуп, уахь ҳхы ҳмырхарада ԥсыхәа ҳмамкәан. Иҟалеит аԥышәарақәа ирхысны аԥсуа бызшәа шырдыруа ала, нас аҵараиурҭақәа рахь ицартә еиԥш аҭагылазаашьа ԥҵара ҳаҿуп. Сгәы иаанагоит афонд имҩаԥнагоз маҷӡамызт, аха афондгьы иара ахеилагьы уаҩҵас аус еицыруартә еиԥш аҟаҵара даараӡа ихадароу усуп. Абарҭ азҵаарақәа уаҩҵас аус руартә еиԥш ианаҳзыҟаҵа, агәра згоит ҳаԥсуа бызшәа шмыҵуа. Инахәҭамгьы зны-зынла ҳцәажәоит атәым бызшәала. Ҳцәажәартә еиԥш ҳаҟоуп ҳабызшәа иашахәҭоу ала абжьы гартә еиԥш. Ҳаилатәақәрақәа адуқәа рҿоума, иара ҳаизарақәа рҿоума, уаҩҵас ҳабызшәа абжьы го иалагар, агәра згоит даҽакала иара абри ахеилагьы аусура шыҟало, иҳамоуп иахьа ԥсышәала зыбжьы гартә еиԥш иҟоу агуманитартә ҭҵаарақәа рзыҳәан аус ахьада ҳулаша. Агьырҭ ҳарҟәаҵуам макьана, ицәгьоуп, аха иара агуманитартә зҵаарақәа рҿы иҵегь аус рыда ҳулартә еиԥш аҭагылазаашьа аԥаҳҵароуп. Аԥсуа телехәаԥшраҟны иҵегь еиҳаны ԥсышәала абжьы гартә еиԥш иҟалароуп ҳарҭ ҳапрограммақәа. Уи азыҳәан зныкымкәан ҩыныкәан ҳалацәажәахьеит, агәра згоит урҭ азҵаарақәа рынагӡара шаиоуа. Зегь раԥхьаргылан ҳҽаанбзиала шәиаарҳәа шәасҳәарц сҭахуп, мышқәак рышьҭахь ашықәс наскьаҳгоит. Зегь раԥхьаргылан шәаргьы ишәҳәеит имариамызт ҳазҭысуа ашықәс. Аҭоурых аҿы есымша ахҭысқәа рыӡбахә анырҳәо, ашықәс иадҳәало акала маи бзианы, маи цәгьаны ҳажәлари ҳмилаҭи ргәалашәараҿы иаанхоит. Шәара шәызлахәаԥшуала иарбан хҭысқәоу ҳҳәынҭқарраҿы ҳажәлар рзыҳәан абри ашықәс аҟны имҩаԥысыз рахь иалышәкаауа. Ишәҳәеит акы Канифа аӡбахә. Уаҳа егьырҭ имҩаԥысыз ахҭысқәа рахьынтәи ихадарақәоу ҳажәлари ҳмилаҭи рҟны зышьҭанзыжьуа ахҭысқәа иарбанқәоу? Ирацәоуп урҭ ахҭысқәа ҳарҭ ари ашықәс аҩныҵҟа иаҳбаз, имаҷӡам уи Канифа иадҳәалаз аума Хибла Герзма лыҟазаара абраҟа лықәгылара ауаҩы дамыргәырӷьартә еиԥш дыздырам, дызусҭада ус зхы мҩаԥызгараны иҟаз. Зегь ҳаргәырӷьеит, бзиа угәы, узеигәырӷьаша адунеиаҟны ирдыруа, аха зегь раҵкьыс аҵыхәтәантәи абри аҭагылазаашьаҟны сгәы иаанагоит ҳажәлар еиҭах иаадаԥшыз аҟәыӷара, абри аҵыхәтәантәи ҳаиҿагылара. Ҳаиҳабацәа ракәӡам. Ргәы иалымсааит аӡәгьы зегь зыбзоуроу. Урҭгьы аҟәыӷара аадаԥшит, иҳацәажәон, ирацәажәон наҟ-ааҟгьы, аха аҿар дара-дара анааидгыла, дара-дара анеицәажәа, агәра згеит ҳаԥхьаҟа аԥеиԥш бзиа ишҳамоу. Зегь дароуп, џьоукы анаркотик маҭәашьарҭақәа рырҭама, иддыржәыма, даҽакала иазнеиртә иҟарҵама, аха рхы аӡәымзар аӡәы дыхҟьаны дамшьит, анаркотикгьы дамшьит, иара рыжәтәгьы иааннакылеит иара абри аҭагылазаашьа ирбаз. Имеицәажәарада ԥсыхәа шыҟамыз рбеит. Аицәажәара иаҳа иӷьуп,
лабахыла ҳаилалар арҵкьыс. Агәра здыргеит еиҭах аԥеиԥш бзиа ишҳамоу аҿар иахьа еиҵааӡо аҿар ирмоуп уаҵәтәи амш даҽакала азнеишьа, даҽакала ацныҟәашьа. Ибзиоуп ҳҿар. Агәра згоит егьшрылшо даҽакала абарҭ азҵаарақәа рыӡбара. Раԥхьаӡа иргылон итәуп иаанагоит ҳаԥхьа ишьҭоу иреиҳау политикатә хҭысны ишыҟоу апарламент алхрақәа. Иаҳаҩсыз декабртәи ахҭысқәа иара аҵыхәтәантәи хәышықәса рыҩнуҵаҟала апарламент иҟанаҵаз азеиԥш хшьароуҭозар ирылдыршоз рацәоуп. Абри абжьаҟазара аганахьала ламысла аус азыруит, азҵаарагьы аиқәшаҳаҭра аус адулараҿы. Шәгәы ишԥаанаго, уажәы алхрақәа ҽазыҟаҵара иалагеит цикли еиҿкаау. Ҳажәларгьы, шәаргьы хаҭалагьы зегьы абри алхра иреиӷьу ҳажәлар рҵеицәа апарламент ахь иалархарц азыҳәан агәыӷрақәа иадшәҟәало, ауаа рыхьгьы зеиӷьашьак ҳасабла апарламент алхрақәа ирыдҳәаланы ирашәарц ишәҭахуп. Хымԥада апарламент ахь инеироуп профессионалла, дыррала еиқәшәо ауааԥсыра. Иҟоу апарламент иахьа ицәгьоуп сызҳәом, аха иумбар залшаӡом. Зегьы ишахәҭоу еиԥш аус адырулоит ҳәан абарҭ азҵаарақәа рҿы иузҳәаӡом. Иҟоуп ахатәы интересқәа, иаҳа џьоукы заԥхьа ааизыргыло. Иҟоуп уаҵәы еиҭах салырхындаз ҳәан ихәыцуа, аха дыззалырхәо изымдыруа. Ус ҟамларц азыҳәан агәаанагара сымоуп. Зныкымкәан, ҩынтәымкәан иалаҳгалахьоу абарҭ ажәалагалақәа анагӡара роур, хымԥада апарламент аиқәыршәара даҽакала иҟалоит. Иахәҭоуп ҳәан исыԥхьаӡоит, аха уи макьана зны-зынла иануҳәалак џьоук ацәшәоит, аимперативтә мандат ҳәан изышьҭоу. Уаҟа ҳарҭ ажәалагалақәа иҟаҳҵо ҵакыс ирымоуп. Абри абаланс ҳәан ҳзышьҭоу уи иалнаршап ҳәан. Аха иалнаршома хаҭала аӡә иҟынӡа абри адепутат рахь инеиуа уаҩҵас иусура анагӡара иоуртә еиԥш. Избан ҭыԥ хәыҷк аҟынтәи ма еиҳаузаргьы иалырхыз ауаҩы хәышықәса уаҳа далызхыз дрымбо, дырмаҳауа, нас ҟазшьас иҳауит аҵыхәтәантәи ашықәсқәа ҳар-ҳара ҳаибажьоит. Апарламент ахь инеиуа адепутат дыззалырхуа азакәанқәа раԥҵара азыҳәаноуп. Аҳәынҭқар ашьақәыргылара азыҳәаноуп. Ҳара данкандидатхатлак нахыс ауаа ирыдигалоит. Абра афымцалашара шәзыҟасҵоит, ацәаҳәақәа алыздоит, абри ҟасҵоит, абри сылшоит ҳәа. Уи зылшаша даҽа структурақәоуп. Иара алхыҩцәагьы рхы рымжьароуп. Ари лҵшәадоуп. Убри азыҳәан сгәы иаанагоит абри ҳазқәу амҩа аԥхьан ишысҳәаз еиԥш апарламент аиқәыршәара апартиеи амажоритартәи еилаԥсаны ахьы ҳхы ҳазкылгар агәра згоит убри лҵшәахоит ҳәа. Агьирахь иахьа уажәраанӡа ԥыҭҩык итәоу шықәсыла имԥсахӡакәан иарбанзаалакгьы аилатәарақәа рҿы иаҳдыруа рацәоуп, арахь зныкгьы зыбжьы змыргац анапҩахарада. Уигьы рнапы инҩахо дара ринтерес канаҵоуп. Убри ҟамларц азыҳәан апарламент зны-зынла ҿырԥшыгас иааҳгоит аԥхьатәи апарламент. Аԥхьатәи апарламент иҟаз аҭагылазаашьа усҟантәи аамҭа азыҳәан иалнаршеит убыс иҟалартә еиԥш. Ҳажәлар реидгыларагь даҽакала иҟан, реилкаарагь даҽакала иҟан. Иахьагьы еилаҳкаароуп. Иарбанзаалакгьы структура ишықәҳаргыло аҳәынҭқарра иахәартә еиԥш, иацныҟәартә еиԥш иҟалароуп. Ианыҟамла уи иахьӡхоит ахатәы интересқәа рыӡбара. Раунд Чункович, вы уже говорили здесь о декабрьском политическом кризисе этого года.
Не могли бы вы более подробно рассказать о том, как шли переговоры? И главное, рассчитываете ли вы на то, что достигнутое соглашение с оппозицией сможет обеспечить стабилизацию общественно-политической жизни на достаточно долгую перспективу? Спасибо. Вы знаете, предсказать ход всех этих событий, наверное, было сложно, но и в то же время те разговоры, которые имели место уже в процессе развития всех этих событий, свидетельствуют о том, что не всегда мы друг друга понимаем. И не всегда мы слышим друг друга. Мы неоднократно говорили о возможности участия в политическом консультативном совете. В ответ мы слышали, зачем он нужен, если туда не приходят представители оппозиционных сил. А какая разница? Давайте начнем с себя. Те, кто готов разговаривать, пусть приходят. Может, это подстегнет потом остальных для того, чтобы начать диалог. Но, к сожалению, этого не произошло. Мы и сегодня продолжаем говорить о необходимости разговора за столом. И я надеюсь на то, что как раз такие события последние продемонстрировали такую возможность. И надеюсь на то, что это будет иметь место. Но, к сожалению, говорить о том, что все складывается так, как это действительно нужно нашему народу и государству, не приходится. Вы сами свидетели тому, что иногда вверх берут узкомеркантильные интересы. Распределение должностей становится важнее, чем интересы в целом всего государства. Посмотрим, кого представят, кого определят они своими кандидатами. И я буду рад, если эти люди в соответствии с законом будут готовы работать. Мы же при последнем формировании Кабинета министров открыто заявили о своей готовности включить в этот процесс всех представителей оппозиционных сил в те или иные работы. Но могу вам открыть секрет, если это уже, по-моему, даже и не секрет. Премьер-министр встречался, я лично встречался со многими из них. В тиши кабинета мы вроде бы понимали друг друга. Как вышли за пределы этого здания, начинались другие вопросы, другие решения, которые шли вразрез тому, о чем мы говорили. Ну, наверное, это позиция этих людей. Что нет согласия и что будет трудно все-таки и дальше, видно даже и после этих событий. Блок оппозиционных сил, куда входят и представители Айтайра, заявили о своем несогласии с такой позицией, которая была озвучена другими представителями. Как будут складываться дальше эти процессы, мне трудно предсказать, но будем стараться сделать так, чтобы все были бы услышаны и все были бы задействованы. Задействованы не для того, чтобы подставить кресло под кого-то, а для того, чтобы реально работать на государство, создавать условия роста наших возможностей. А таковые действительно возможности есть. Арджункович, скажите, пожалуйста, в кратком обзоре развития Абхазии вперед, в вашем вступительном слове, явно чувствовала, что было бы сделано намного быстрее шаги и глубже, если бы не внешний долг. Внешний долг на сегодня Абхазии, как он составляет и сколько понадобится нам еще лет его выплачивать? Ну, вы знаете, все время ссылаться на то, что у нас есть внешний долг, и потом сидеть и думать о том, как жить лучше, наверное, было бы неверно. Да, он есть, и никуда мы от него не денемся. Мы будем его выплачивать, если не будут приняты соответствующие решения по реструктуризации или его списанию. Но на последней встрече таковая задача была поставлена, и я надеюсь на то, что реструктуризация этого долга будет произведена, и продлится это до 30 года. Для нас это более-менее приемлемая форма. Это не будет большой нагрузкой для нашего бюджета, но в любом случае все равно это сказываться будет на многих наших вопросах. Что касается, конечно, если бы этого долга не было.
Ну, представьте себе, порядка почти 900 миллионов за 2 года можно было бы перенаправить на развитие нашего государства. Мы заплатили почти 535 миллионов по железнодорожному кредиту, 300 миллионов по банковскому кредиту и более 50 миллионов по внутренним долгам. Это немалые суммы. И предстоит еще в следующий период времени проводить эти работы, которые также будут бременем лежать на нашем бюджете. Конечно, если были бы они свободны для нас, было бы больше работ, которые позволили бы изменить лицо нашего государства. Есть соглашение, которое там при посредничестве парламента подписали вы и там руководители, отдельные руководители там блока оппозиционных сил. И там говорится о том, что если вдруг какая-то из сторон уже отзывает, там, прекращает, то вся эта ситуация возвращается на круги своя, то есть на источник. Но понятно, там с назначением вице-премьера и генпрокурора здесь каких-то особых проблем не возникнет, как бы законодательство позволяет это сделать, но вот что касается там членов ЦИК, судей, Конституционного суда, как все это будет отыгрываться, как все это будет вписываться в закон, ну вообще не вписывается. Я согласен, все это не вписывается вообще в понятие правовых норм, но этот документ больше политического предназначения, для того, чтобы уйти от этих противостояний. Я понимаю, о чем вы говорите, но я очень хочу и верю в то, что и наши оппоненты будут исходить из целесообразности представления этих кандидатур для решения реальных задач, а не в угоду каких-то, предположим, личностей или каких-то задач, которые стоят перед ними. Будет это прокурор или судья Конституционного суда, он в любом случае должен опираться на букву закона, на Конституцию. Мы с вами имеем, к сожалению, пример того, как когда-то в свое время тоже был принят соответствующий документ, регулировавший взаимоотношения президента и вице-президента. Как он соблюдался, как были приняты те кадровые вопросы. Но, честно говоря, я из этого не сделал тогда трагедии. Все-таки, наверное, тишина и возможность развиваться государству важнее, чем наши личностные интересы. Но если из этого не будут сделаны выводы соответствующие, и кто-то будет пытаться опять добиваться каких-то очередных дивидендов, независимо от того, это вписывается в Конституцию или в наши законы, то это проблемы этих людей. Я еще раз говорю, многое, что сделано в качестве уступок, дабы снять все это напряжение. Я понимаю, некоторые говорят о том, что это показатель слабости власти. Нет, ничего подобного. Власть пошла на то, чтобы люди могли спокойно, хотя бы на этом этапе, встретить Новый год. Впереди еще много времени для политических баталий. Мы все свои практически месяцы находимся в этой практически очень сложной ситуации. Мы все время находимся в бурном потоке. У нас не было ни одного дня спокойной жизни. И при всем при этом мы создаем условия для того, чтобы наша экономика потихоньку развивалась бы. Нам вменяли то референдумы, то другие какие-то процессы. Но я еще раз говорю, я готов слышать, разговаривать, внимать, но и они должны научиться слушать, понимать и приходить все вместе к одному решению. А решение одно может быть – сохранить наш народ и сохранить эту страну. Недавно было заключено соглашение с Россией о взаимодействии в сфере энергетики. Расскажите, пожалуйста, подробнее о реконструкции отрасли. Планирует ли страна получать электричество из России на этот период? Как долго, на каких условиях? Мы об этом вопросе говорим много. К сожалению, пока что мало сделано. Да, есть соответствующие документы,
который регламентирует некий порядок взаимоотношений между Россией и Абхазией, но это не решение всех тех проблем, которые стоят перед нами. Сегодня идут определенные отношения, я думаю, они вырастут в более еще высокие отношения, связанные с работами по распределительным сетям. У нас самая большая проблема – это не сама генерирующая станция, а то, что практически называется сетями, которые выходят ежедневно из строя. Все наши трансформаторы давно уже выжили. Мы ежегодно закупаем десятки трансформаторов, которых недостаточно для того, чтобы подать качественную электроэнергию в дома. Но делается все для того, чтобы все-таки люди в меньшей степени ругали бы эту структуру, ругали бы власть. Сегодня практически сложилась ситуация таковой. К следующему году вполне возможно нам предстоит очень сложная работа с Ингургесом. Два водовода, которые долгое время не ремонтировались, придется останавливать и проводить соответствующие очень серьезные работы. Это потребует как минимум до года. За этот период времени нужно нам будет проговорить возможность подачи электроэнергии со стороны России. В каких тарифах и как это нам будет оказана такая помощь? Будем договариваться. В нашей истории уже были таковые ситуации. Думаю, что Россия нас не раздавит, а поможет и в этом вопросе тоже. Вот в эти дни, я думаю, вы не очень-то замечаете, но ребята из Черноморэнерго многое что делают. У нас каждую ночь вылетает в каждом районе по 2, по 3 трансформатора. Горят линии, но люди находятся на постоянном дежурстве. Дабы на Новый год снять нагрузки, мы обговорили с российской стороной, западная часть будет подключена к России, а восточная часть будет подключена к Ингургесу, как и она и была. Это снимет многое, как говорится, для того, чтобы пройти новогодние праздники более-менее достойно. Что касается всех остальных работ, я еще раз говорю, предстоят серьезнейшие работы по восстановлению перепадных станций, есть намерение, есть готовность определенных и российских кругов включиться в эти дела. И я надеюсь на то, что с 2017 года эти работы будут начаты. Очень многие в республике считают, что в парламенте не должно быть людей, которые сидели за тяжкие преступления, такие как убийство, покушение на похищение людей, разбой и так далее. Тем не менее, депутаты приняли поправки к закону, согласно которым человек, отсидевший срок за такие преступления, имеет право становиться депутатом парламента. Вот ваше личное отношение к этому вопросу, потому что уже был прецедент, когда у нас в парламенте сел человек, осужденный за убийство, потом он даже сбежал, его разыскивают. Вот должны ли быть такие люди в парламенте в Абхазии? Я думаю, что не только в парламенте, но и в нормальном цивилизованном обществе люди, которые совершают преступления, должны быть, во всяком случае, ограничены от общения с нормальными людьми. Если этим людям не имется, то есть место, вернее, места, где им нужно быть. Но есть категория людей, которые, пройдя через и такого рода испытания, впоследствии становятся нормальными, нужными обществу людьми. Поэтому есть понятие и в наших законодательных нормах о погашении судимости, о снятии судимости, в зависимости от того вида преступления, которое было совершено этим человеком. Если это криминальный элемент, из которого практически нельзя больше ничего ни снять, ни погасить, то смысл какой его нахождения в парламенте? Я думаю, что это категорически должно быть закрыто, эта тема вообще. Что касается, я до этого говорил, вообще всей той ситуации, которая складывается в части депутатского корпуса. У нас там сидят люди, не совершившие преступления, но и ничего не сделавшие за все эти годы.
по несколько созывов, ни один раз не подавших голосу, но исправно поднимающих руки, когда это нужно. Я не против этих людей, мы с ними здороваемся, мы с ними сидим за одним столом, бывает. Но раз ты идешь в парламент, то ты должен знать, зачем ты туда приходишь. В парламент приходят не для того, чтобы ставить столбы впоследствии, трансформаторы, включать лампочки, а для того, чтобы писать законы. К сожалению, я, когда говорил на абхазском, мы зачастую обманываем друг друга, избиратель и кандидат в депутаты. Мы заведомо обманываем друг друга, обещаем горы, потом этих дел нет, и, к сожалению, депутат может сидеть годами, ничего не делая в парламенте, и никто его не замечает. Президент за период моего нахождения уже несколько раз получал практически посылы к тому, чтобы уйти или отправить его в отставку. И президент, не обо мне сейчас идет речь, любой президент, выбираемый в Абхазии, выбирается практически большинством народа. А депутат выбирается от одного большого или маленького округа. К нему претензий нет, он может отсидеть 5 лет, и никаких вопросов. Может, следует вернуться, хотя многие говорят, что этого делать не следует, к понятию императивного мандата. Депутата надо тоже спрашивать, зачем, господин, ты милый, хороший, там сидишь? И думаю, что и в будущем и президент должен выбираться на один срок. Нас народ не терпит долгого видения одного и того же лица. Сделал хорошее дело, я думаю, что можно было бы передать молодым, следующим поколениям, которые не хуже нас с вами будут делать эту работу. Так что впереди много задач, а что касается парламента, я думаю, ответил вам. Рауф Джункович, прокомментируйте, пожалуйста, и как вы оцениваете итоги последнего раунда женевских дискуссий, который состоялся в декабре этого года? Спасибо. Знаете, как я их прокомментирую? Я недавно буквально встречался с 3 господами, которые представляют как раз-таки Женевскую площадку. Мы разговаривали с ними. Я думаю, что мы нашли понимание. Нашли понимание в том, что женевские дискуссии, да, нужны нам как возможность довести до мировой общественности свои позиции, но не более. Женевские дискуссии не дают ничего положительного в части, касающейся Абхазии. Речь идет о неких гуманитарных аспектах, речь идет о других каких-то процессах. Но когда ты ставишь вопрос, ребята, мы же такие же люди, и у нас есть такие же права, о которых вы заботитесь и печетесь, так почему по отношению к нам эти права не распространяются? Почему наши спортсмены, почему наши артисты, театралы не могут спокойно выехать за пределы, предположим, Абхазии, побывать в той или иной стране? Чем мы хуже остальных? Почему с нас требует соблюдение прав, предположим, на территории Абхазии жителей Галского района? А кто сказал, что мы их ущемляем? Надуманные, понимаете, истории ни к чему хорошему не приведут. Поэтому нам нужно понимать, что и у абхазского народа, вне зависимости от его состава национального, есть право пользоваться всеми теми возможностями, которые заложены в нормы международного права. На какой стадии сегодня находятся дела по незаконной паспортизации жителей Гаевского района? И второй вопрос. Начался ли процесс выдачи видов на жительство для жителей Гала? К сожалению, процесс затянулся. Когда-то мы в свое время говорили о том, что этот процесс
пошел не по самому лучшему сценарию. Были нарушения и грубейшие нарушения. Но сегодня, вам заявляю открыто, там, где есть категория людей из числа жителей Гальского района, не имевших отношения к военным действиям, проживавшим на этой территории безвыездно. Если эти люди подают заявление, то мы их оформляем в гражданство. И таковые люди есть. Что касается вида на жительство по отношению к большинству людей, живущих в Гальском районе, мы до сих пор, к сожалению, с парламентом пока не нашли общего понимания. Мы предложили разные варианты для того, чтобы начать этот процесс. Вид на жительство – это тот статус, который позволит этим людям быть закрепленным за этой территорией. В свою очередь, власть будет знать, какое количество людей живет, какая рабочая сила есть в Абхазии на этой территории, чем они будут заниматься, что они будут давать, вот как люди, проживающие на этой территории, тому же бюджету Абхазии. Все они заняты в большинстве своем сельским хозяйством. Почему мы этого не должны делать? Чего мы должны бояться этого статуса? Я думаю, что просто опять очередная политическая возня. Раз вы так, то мы вам вот так. Думаю, это будет не полезно. Люди, которые живут в Гальском районе, не претендуют на политические какие-то процессы. Они и не очень-то хотят служить в абхазской армии. Так давайте мы их адаптируем к другим условиям, другим возможностям. И я больше чем уверен, через какое-то время эти люди постепенно перейдут в тот статус, который нужен будет так же, как и для любого государства. Мне бы хотелось вас спросить о законе о борьбе с коррупцией, так как он вступил в силу в 2016 году, в январе 2016 года была создана соответствующая структура при прокуратуре. Мне хотелось бы узнать, какие итоги от действия этого закона, и параллельно с этим мне бы хотелось все-таки узнать, как вы относитесь к вопросу о декларировании расходов и доходов чиновниками и, естественно, их семьями, и на какой стадии вообще рассмотрение этого вопроса находится? Спасибо. Ну, что касается этого управления, да, действительно, оно было создано, и многое из того, что сделано ими, больше связано с бумажной работой. Проверяют правильность принятых постановлений, тех или иных документов, которые выходят из того же законодательного органа, на коррупциогенность, на всякого рода те схемы или иные какие-то дела. Честно говоря, я предполагал другое. Хотелось бы, чтобы борьба с коррупцией велась бы не только на бумаге. Дел было уйма. И все эти дела успешно, к сожалению, похоронены. Все это свидетельствует или о непрофессионализме наших людей, или о совершенно другом. Поэтому хочу еще раз ко всем обратиться. Вот даже по тому последнему нашему соглашению, кто бы ни пришел в прокуратуру, никому не удастся уйти от этих вопросов. Спрос будет самый высокий. Пора заканчивать. Мы много говорим о том, что боремся с коррупцией, но коррупция рядом с нами уже в постели. Она с нами живет, она с нами не расстается. И, к сожалению, те, кто больше говорит о ней, по-моему, больше как раз-таки знают, как с ней активно работать, как ее использовать в своих собственных интересах. Мы видели это. По вопросам декларирования доходов мы об этом говорили. К сожалению, пока, кроме, как говорится, органов судебной власти, там, где четко это им прописано, мы дальше не пошли. Я считаю, что все мы виноваты в этом, то есть власть. Пора понять, что не могут жить люди при зарплате в 15-20 тысяч, как шейхи
И пора давно уже, наверное, все-таки вернуться к этому вопросу и парламенту, и исполнительной власти, и показать, кто на что гораздо и кто на что живет. Я думаю, что до конца моих полномочий это будет сделано. В июле 2015 года, значит, было избиение сотрудниками 5 СГБ Герхелия. Значит, выступая и комментируя эту ситуацию, генеральный прокурор говорил о том, что даже в том случае, если пострадавший откажется свидетельствовать и писать заявление, камеры видеонаблюдения зафиксировали, и совершившие это преступление от наказания не уйдут. Вы тогда давали поручение, брали под контроль лично эту ситуацию, давали поручение Мухаммеду Килба тоже контролировать процесс. И что дальше? Что мы имеем на сегодня? Потому что вот недавно один из участников этого избиения, Стамур Пачали, стал членом Центральной избирательной комиссии. Пожалуйста, ваше отношение к этому вопросу и, главное, почему не было ничего сделано тогда по этой ситуации? Уважаемая Елена, я могу сказать, что процесс продолжается, и материалы до сих пор находятся в военной прокуратуре, идет соответствующее разбирательство. Пытались вынести эти материалы и на судебное разбирательство. К сожалению, я еще раз говорю, мы не увидели того объективного подхода, который должен был в таком случае быть, и поэтому опять по-новому идет процесс рассмотрения этих дел. И говорить о том, что материалы, как говорится, закрыты, и все эти работы завершены, не приходится. Но его вина не доказана. Только суд может вынести решение о его виновности. В данном случае человек не виновен. Такова наша судебная система, такова наша правоохранительная система. Если человек понесет наказание, то, конечно, ему не место ни в ЦИКе, ни в других каких-либо органах. Мне интересно ваше непосредственное отношение. Предположим, вся страна знает, что человек участвовал в избиении, и он у нас становится членом Центральной избирательной комиссии. Предположим, он не осужден. У нас должны быть какие-то репутационные вообще подходы к тому, кого и куда мы назначаем. Вот как быть с этим? Я согласен с вами, Лена. Должны быть, конечно, такие ограничения, понятие морали. Но, к сожалению, я еще раз говорю, не всегда у нас все так складывается. Я как-то с одним министром говорил по такой же ситуации, когда мне пытались объяснить, что не было свидетелей. А если бы человек был бы убит? Тогда спрашивается, значит, никто не понес бы наказание за убитого человека. В данном случае и по тому же Герхеле. Есть все практически на сегодняшний день. Есть видеозаписи, но отказ самого Герхеле от дачи показаний не освобождает этих людей от ответственности. Просто слабость, я еще раз говорю, нашей правоохранительной системы. Или все друг с другом связаны. Все друг друга пытаются прикрывать. И решить эти вопросы не так-то просто одним-двумя людям. Я думаю, что здесь проблема всего нашего общества. Все мы должны бороться и громко говорить. Я, слава Богу, вижу многое из того, что пишется. И вот, наверное, это еще подстегивает к тому, чтобы многие из даже тех же правоохранительных структур вели бы себя немножко достойнее. Вы озвучивали необходимость введения жестких мер для разрешения ситуации на дорогах страны, в том числе и уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения. На какой стадии реализации этих мер и какие подходы могут быть еще использованы вот в этой сфере? Все это имеет место, но, к сожалению, нужно еще дальше пойти, если мы хотим исправить положение дел в стране. Мне часто говорили, одними большими штрафными санкциями не решить эту задачу. Теперь мне говорят, одними вопросами административного и уголовного характера тоже не решить задачу. Тогда спрашивается, что нужно сделать, слушайте. Наверное, для некоторых наличие транспортного средства в частной собственности важнее, чем
иметь собственного ребенка здоровым, живым и невредимым. Может ставить тогда вопрос о конфискации этой железяки. Опять возникает вопрос. Для этого нужны соответствующие изменения в наше законодательство. Давайте изменим, давайте пойдем по этому пути. Мы об этом говорили как-то и с журналистами тоже. И ничего не считаю невозможным. Жизнь ребенка, жизнь человека дороже, чем то же транспортное средство, пусть оно даже и дорогое. Я думаю, что в данном случае речь идет об орудии преступления в руках неразумных людей. И орудие преступления должно быть изъято и конфисковано. Если такой только подход, я думаю, что многих, может быть, это и остановило бы. Есть такие тоже предложения, но пока, к сожалению, поддержки я не вижу. министр, вобзерах вчера министр, коллеги мне посетили. Шеш пахопшве уртир дергалаз. Ажу хотсаве ишиху ала наса информация хаму ала русура ахшара бабсны иршет ва антисанитария игаз ахучпар псра инфекция аха убрям тазун рекреслам цсдей. Нас искинеки убас хархон хара журналистша азгидашдзом апарахами хвоит. Уже обыке нужная сайта джа видео там захшара дапсы запхс юнежаназик сымрхит схочет псы и шаны жухбаназик дыргижитва. Агобзер ахчара министр Алла Захнавёй наске прокурор гидава. Шукцарала обсними кан оптимизация. Аха хахя хопшвала уи инагдзам ходит абри казначейство шизшу аусада зуло ахсала яхопшир ирбойт ауа шагаджира итевью уже ахала ракетахдзам карточка апра карташ яхыр бхадзалут абри психо сьямое. Я урспела исход загира хартазуха. Тема ситуации в роддоме волнует уже не первый год многих наших людей. Я неоднократно включался в этот процесс, и будучи, и, как вы заметили, в оппозиции, будучи депутатом, а сегодня в качестве руководителя государства. Хочу вам заметить, да, действительно, как и многие те, кто там работает, говорят, хороший специалист. Но хороший специалист, который не смог создать рабочую обстановку, рабочий климат, то я думаю, что или он должен сам уйти, или его нужно просто попросить. У нас принято стало модным. Если человека увольняют с работы, сразу обращаются в суд. Ну, у нас и есть такая практика тоже. Начинают восстанавливать в судебном порядке на те или иные должности. Но здесь-то речь идет о судьбе наших с вами детей. И поэтому я принял для себя единоличное решение. Буквально на днях, позавчера, говорил с министром здравоохранения. Будет это, наверное, неприятно для кого-то и для тех, кого это касается, но руководство роддома после Нового года, 15 числа, будет другим. Это я вас точно заверяю. И связано это с тем, что никак я не могу согласиться с тем, что вот все те процессы, которые там имеют место, должны продолжаться. Речь не идет о том, что кто-то взял какие-то деньги. Это делает как раз-таки прокуратура, как вы сами заметили, и других структур. Но когда нет соответствующей рабочей обстановки, когда все друг друга грызут, когда практически нет того климата, который позволит роженице нормально родить здорового ребенка, то значит, наверное, что-то не так происходит в этой среде. И все те полумеры, которые были приняты на коллегии Минздрава, они не решают этих задач.
Поэтому и министру было сделано достаточно жесткое предупреждение, и дальше это не будет иметь места. Вот то, о чем я хотел бы вам сообщить. Это касается не только нашего роддома. Такие проблемы у нас и в других местах, в наших лечебных заведениях. У нас проблемы и в детской больнице, у нас другие больницы, которые находятся в достаточно тяжелом положении. Но у нас и кадровые вопросы, к сожалению, до сих пор не решены. Ну, не нашли одного, поставили другого, который готов нести на себе все это бремя. При этом не понимая, так же, как я говорил о депутатах, зачем они вообще туда приходят. Поэтому этот вопрос будет достаточно жестко взят на контроль. И начнем мы, я еще раз говорю, с Нового года, с новым руководством в роддоме. Что касается оптимизации. Да, мы действительно начали эту работу. Проведены соответствующие работы, и даже в аппарате президента сокращены отдельные подразделения, выведены люди за штат. Но это не говорит о том, что это дало очень большой положительный эффект. Вы правильно заметили, начало работы с карточной системой и казначейством привело к тому, что мы начали видеть многих и многих людей, которые числятся на различных должностях, работают на разных работах. Мы не против того, чтобы эти люди зарабатывали бы. Но можно же сделать совершенно по-другому. Если человек работает в 3-4 местах в качестве бухгалтера, насколько работа будет его эффективной, думаю, здесь вопрос один. Тогда давайте мы сделаем так. Вот этот человек, чтобы мог работать на одном месте и получал бы все то, что он получает в 3-4 местах. И качество его работы, и эффективность его деятельности будет совершенно другой. И тогда мы будем видеть все движение наших финансовых средств и как они правильно будут распределяться между людьми. Я думаю, что правильная постановка вопроса, но нам надо еще и правильно ее решить. Часть людей, которых мы от оптимизации, так называемого, этого процесса отводим от работ, тоже должны получить возможности где-то устроиться. К сожалению, говорю вам открыто, пока у нас таких возможностей нет. Осталось несколько дней до Нового года. С судьбой бюджета 2017 года еще ничего не ясно. Парламент еще в первом чтении не приступил к обсуждению. Насколько мы знаем, бюджет сейчас находится в контрольной палате. Вот какая перспектива? Страна встретит Новый год с бюджетом 2017 года или будет принято соответствующее постановление жить там по кварталу 2016 года? Бюджет обычно представляется по нашим законам к 1 ноября. К сожалению, этого не было пока сделано на тот период. Но работа шла над этим документом. Многие параметры менялись, исходя из того, все-таки, что нам предлагают и с российской стороны тоже. В этом году бюджет следующего года сформирован еще с большими параметрами. Мы рассчитываем на то, что наш бюджет вот к следующему году будет 5 миллиардов 500 миллионов почти. Надеюсь на то, что мы вот такими темпами, если будем продвигаться, то года через 2 мы получим тот объем возможностей, порядка 7-8 миллиардов, которые способны будут содержать нашу страну своими собственными возможностями. Денег лишних не бывает. Если Россия нам будет помогать, то эти деньги, конечно, будут направляться на другие сферы деятельности. Но, я как-то ранее говорил, основная львиная доля наших возможностей, которые мы получаем, в большей степени уходит на так называемую заработную плату. Это более 3 миллиардов с чем-то. Практически говорить потом о создании условий для того, чтобы мы еще и развивались, не приходится. Поэтому я еще раз хочу заметить, что наши возможности должны вырасти как минимум до 7-8 миллиардов, что позволит нам уже потом по-другому вести себя. Что касается бюджета, переданного уже, как говорится, в парламент.
Мы предварительно все эти цифры передали в комитет, до того даже, как документ официально был передан. Так что у парламента была возможность работать с этими цифрами. Контрольная палата имеет этот документ, и я надеюсь на первом заседании, сейчас последнем, очень надеюсь на то, что все-таки парламент примет бюджет следующего года. И бюджет непростой к исполнению, но мы обязаны будем его выполнить. Рассматривается ли возможность строительства в нашей республике перерабатывающего завода, который бы принимал у населения эти фрукты и выпускал соки, которые пользуются огромным спросом? И еще один вопрос у меня. Будет ли ужесточено наказание, рассматривается ли эта тема за распространение наркотиков? Что касается цитрусовых, действительно ситуация не самая простая. В прошлом году в связи с теми санкциями, которые были по отношению к Турции, это позволило нам каким-то образом, даже при том небольшом объеме, получить неплохие дивиденды с цитрусовых для самих людей, которые занимаются в этих работах. Государство от этого ничего не получает. Ни одного рубля. В этом же году, когда были сняты эти санкции, баржами и большими, как говорится, потоками пошли цитрусовые из Турции. Это сбило цены и на наши цитрусовые. Хотя при этом до сих пор я вот вижу и слышу, спрос на наши цитрусовые в России достаточно высок. Но проблема наша заключается в том, что мы многое говорим о необходимости переработки, и такой завод в свое время был построен, а потом переориентировали его на винзавод. Показалось, что это не самое лучшее дело. А если бы он был бы с того момента и по сей день, я не исключаю, что это действительно дало бы возможности совершенно другого порядка. Фруктовая компания известная. Наверное, хозяевам показалось, что это их право. Они вкладывали свои средства, но государству нужно думать о том, как правильно использовать возможности наших крестьян, выращивающих и овощи, и те же цитрусовые, и те же фрукты, которые, к сожалению, гниют и остаются на полях, в садах. Поэтому вот те пока мизерные возможности, которые созданы по той же роду, микрофабрика по переработке цитрусовых, но она освоить все это не сможет. Нам нужно к следующему году, к следующим этапам создавать вот такого рода микрозаводы, фабрики, которые позволят осваивать невывезенную продукцию и тем самым спасать возможности наших крестьян. Я думаю, что это будет правильный процесс. Что касается наркотиков и ужесточения, я и тогда, и сейчас повторяю, те, кто завозит наркотики, те, кто распространяют, должны получать сполна, а не те, которые употребляют. Употребляют больные люди. У нас зачастую получается, что больной человек, ему больше достается, чем тот, кто распространяет эти наркотики. Но я вижу, к счастью, сегодня работа структуры МВД нацелена на то, чтобы как раз-таки заниматься именно выявлением людей, которые распространяют эти наркотики. Есть достаточно серьезная информация, которую прорабатывают, и в части некоторых лиц уже отработаны эти материалы. Но у нас, как всегда, повелось. Не успеешь посадить, вокруг МВД собираются все, кому не лень. И начинается толкотня, называя этого человека идеальнейшим, лучшим семьянином, поют всякого рода дифирамбы. Пора понять, неотвратимость наказания для этих людей должна быть достаточно высокой. Уже несколько лет говорят о координационном информационном центре, создании его. Как глава
государства, можете сказать, он нам нужен, не нужен, что от этого мы выигрываем, что проигрываем, и будет ли он создан, или, наконец, решим, что он нам не нужен, своими силами будем справляться со всеми проблемами. Вы знаете, я сейчас боюсь навлечь на себя очередные, как говорится, проблемы, но скажу вам смело, нужен. И очень даже нужен. И жизнь показывает, что нам нужны профессионалы. Профессионалы, обученные тем или иным азам поведения в таких службах. К сожалению, у нас сегодня практически всего этого нет. Информационно-координационный центр – это структура, которая нацелена на то, чтобы передать, создать, использовать те возможности, которые будут предоставлены российской стороной. Это вопросы экспертных тем, вопросы обучения личного состава. Я приводил уже в пример. Такое было в Киргизии. И после проведения соответствующих мероприятий, которые дали положительный результат для этой страны, надобность в данной структуре отпала, и сегодня Министерство внутренних дел Киргизии занимается само и решает свои задачи так, как это требует обстановка в данной республике, в данном государстве. Почему мы не можем этого сделать? Почему мы должны бояться шарахаться всего, если нам передадут тот или иной опыт? Ссылаясь на то, что вот, мол, там будут проводиться некие оперативно-розыскные мероприятия, будут преследовать тех или иных людей. Ребята, а у нас есть другие соглашения, которые были подписаны ранее между органами прокуратуры, между специальными подразделениями. Там все четко расписано. И многое там как раз-таки, если делалось бы, была бы другая ситуация. К сожалению, я еще раз говорю, не все то, что закладывается на бумаге, реализуется на деле. Скажите, пожалуйста, какова была динамика отношения абхазо-российских в 2016 году? Какие планы по этому поводу на 2017 год? Спасибо. Знаете, мне кажется, иногда вот эта динамика кое-кого раздражает. Встречаешься – плохо, не встречаешься – хуже. Динамика этих отношений нацелена только на то, чтобы Абхазия состоялась. Абхазия стала бы государством. Россия нас первым в мире признала. И она делает все для того, чтобы Абхазия стала полнокровным членом мирового сообщества. А остальное все, вот то, что связано с возможностью стать государством, зависит от нас. Мы обеспечены, если говорить уже открыто, вопросами безопасности на границе. Мы обеспечены соответствующим оборонным контуром. Нам только нужно работать, не покладая рук, на себя, создавать условия для того, чтобы наши финансовые, экономические возможности произрастали бы здесь непосредственно, а не получали бы мы извне какую-то помощь. И Россия в этом вопросе нам помогает. И я не сомневаюсь, и последующие месяцы и годы будут нацелены на то, чтобы укреплять эти отношения. Россия нам помогает и в вопросах дальнейшего нашего признания, хотя это процесс не самый простой, а особенно в свете всех этих процессов, которые сегодня происходят в мире и по части самой России, по отношению к ней то, что происходит. Поэтому это длительный процесс, непростой, но уверен, что Россия была и остается нашим другом. حترزقو حد كرة خدا يخد بي حي بلار دوا شابخ جشجي شحد ما تك شزات قلت بسنيكر بيلر بجرا أحا تجتغلا زاشة سري لسكار استخن بري قطر تتوشترت بونكت كوك روس وران كلر نفس أتغلا زاشة أتشاب سخما شرف شباخو بشوي خزي بشوي واقع А я шизохан диареика за пунктор хапхадзар за ибзед за нефтерует. А цохтанты абряйпыларан хамаз Женева дискуссия кое мепызго рахатарнакча аныказ абрязарик халасвер. Яртный раз амюя егахцыз цакыс яму абарт ахыцыр такое эйцахарцыз хан закуанла азбатара яхая хахарцыз абри отхозоря ханиршиз дызхыршаз مكان يتسامخ واحد يرخي ريل أخرى يخرقنا أبري كونтрабанда حني زشتو
амҩаԥгара усқәа даргьы ирҭахушәа, ҳаргьы ҳаҿушәа, ус азныҟәара иашаӡам. Иааныҳкыларц ҳҭахызар, хыԥхьаӡара рмаҷтуп, асовет мчы аныҟаз, усҟан дареи ҳареи ҳабжьара уҩыза ҳәаа аҟаӡамызт, уажә иахьа иҳамоу. Аха дызусҭадаз азин рызымҭоз, гал иаланхоз ауааԥсыра ихьырҭахыз ихыҵны ицартә еиԥш. Аха ишиашаз ацҳаан илбааны, машьынала ииасны ицон, иаауан, иахьа иҟалеи? Ирзыҟалеи ацҳа ргәамԥхо, даҽаџьара амҩақәа рзаартуа иҟаҵо? Иауӡом. Мы их, эти переходы, открытым текстом заявили. И тем же представителям европейских государств, в том числе и представителям, ведущим Женевские дискуссии, что эти площадки, вернее, эти пункты будут закрываться. Будет один пункт пропуска, который будет жестко контролироваться, что даст нам возможности в меньшей степени иметь всякого рода преступления. Как и принято, глава государства будет поздравлять свой народ, будет поздравлять свою страну, но с вами мы вот в этом году, это, наверное, все-таки последняя такая встреча в таком формате, но надеюсь, что нам удастся и с каждым в отдельности посидеть, поговорить. Очень хочу это сделать давно с некоторыми здесь сидящими людьми, но не получается пока, к сожалению. Пожелаю вам всем добра, мира, счастья. И самое главное, все-таки нам надо любить свою страну. Не на словах, а на деле. Бзера Пашумас, Чан Бзела, Загрила Аманшалар.